Ладно, посмотри карту, которая тебе попалась, и покажи ее камере. Все видели? Давай. Теперь не бойся и положи карту в колоду, и потом перемешай. С именем Аллаха. А теперь я вам покажу фокус. Я пофокусничаю. И у него не получится. Получится, получится. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أوف. Ладно, в общем, ты сам смешал карты, давай я еще раз их смешаю. Да ладно, нет надобности. В общем, смотрите, на этой бумажке нарисована та карта, которую вы выбрали и показали. Опа, давай, открывай. Ну, скорее всего, там она нарисована. Вот эта карта, скорее всего. Это? Не это. Не это. Упс, похоже, точно. У тебя не получилось. Да нет, я что, пришел сюда, чтобы обломаться? Трюк с прокалыванием себя кинжалом. Или глотанием кинжала. Когда сахир это показывает, он совершает обман. Шайтаны встают на место груди и живота сахира. После чего образуется что-то вроде защитного слоя. И он ударяет ножом в этих шайтанов. Многие люди даже говорили, что видели своими глазами, как кинжал выходил из спины. Люди мне сейчас говорят, как же ты не был святым, если нож выходил из твоей спины. Я им отвечаю, что, дорогие братья, все это было колдовством. Все это развод. Хорошо, а как же ты выкалывал себе глаза кинжалом? Я отвечаю, что это вам казалось, что я их выкалываю, но я их не выкалывал. Ну, ты же делал то-то и то-то. И я отвечаю, что ничего из этого не было по-настоящему. Все эти трюки выполняли шайтаны. Просто обман шайтанов. Развод. Запугивание людей. И ничего больше. Однажды в Худейде, в Йемене, со мной произошел случай. В ночь, в которую я совершал сихр, ко мне пришел один парень. Он был соблюдающим выпускником школы Корана. Прошу Аллаха наделить его величием и гордостью за свою религию. Этот парень вошел ко мне в дом. Через дверь. Прочитав первую строку Аятуль Курси. Аллах нет другого достойного поклонения, кроме Него. Живого и самосущего. И что же случилось? Что произошло с сихром? Что сделали шайтаны? Разбежались, разлетелись. Как звери, которых испугал человек своим движением. Как птицы, которые разлетаются при появлении человека. Они разлетелись, оставив меня одного с болью и кинжалом в животе. Меня отвезли в больницу, где я провел 3 месяца. Проткнул себя кинжалом, и шайтаны его оставили. Субханаллах, я втыкал кинжал, а он в этот момент прочитал Коран. От силы удара он вошел прямо мне в живот. А шайтаны разбежались, оставив меня одного. 3 месяца я лечился в больнице. Ас-Сафараини упомянул от одного из имамов салифов, что он однажды поехал в хадж. И приехав, он увидел, что все жилье снято, кроме одного дома. И ему сказали: «Ты имам, и мы боимся за тебя, ведь в этом доме живет джин». Этот джин убивает всех, кто туда заходит. Он нападает на любого и убивает его. Но он все же пошел к владельцу и снял его. И пусть на Аллаха полагаются полагающиеся. И вот он вошел в этот дом, сказал бисмиллях, прочитал зикры и уснул. И во время сна он услышал грохот. Сильный грохот. Конечно, соседи ждали там на улице, желая увидеть, что же случится, что шейх умер, ну и все закончено. И вот случился этот грохот. Он вскочил и увидел негра, спрыгнувшего с потолка на пол. То есть шайтан в образе негра, в образе темнокожего человека. Что же сделал имам? Он сказал: «Аллаху ля иляха илля хуа аль-хайюл кайюм». Начал повторять и смеяться. Мусульманин должен всегда быть уверенным в Аллахе.
Ты должен полностью ему доверять, потому что если бы он молча замер и не читал Коран, шайтан бы его одолел. Аллах нет божества кроме него, живого, поддерживающего жизнь. Им не овладевает ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Он смеется и читает, и так до слов Аллаха, и не тяготит его оберегание их, то есть ему не трудно оберегать. И он закричал, и не тяготит его оберегание их, и не тяготит его оберегание их. Он продолжал кричать, пока из его головы не показался огонь, и он рассыпался как песок. Люди вошли и увидели один песок. Значит, вы советуете читать Аятуль-Курси, когда и где именно? В любом случае, когда человек боится чего-то неизвестного. То есть мы советуем мусульманам также читать Аятуль-Курси после обязательных намазов. И даже на имущество. Аллах пошлет к нему хранителя. Он сказал тебе правду, хотя он лжец. Пророк справедлив, он слышит правду и принимает ее. И лжец он очень большой. Хорошо, шейх, то есть вы советуете читать Аятуль-Курси? Да, на свое имущество, семью, детей, на свои вещи, а также на самого себя.